меня завтра умрет мой язык, то пусть я сегодня умру. И я вот так поворачиваюсь, и поют все. Друзья, кто не понял, что сейчас было сказано, скажите своим бабушкам, чтобы посмотрели это видео. Было время, когда казахи России начали растворяться в других народах, забывая свою культуру. Но появились люди, которые начали решать эту проблему. И одна из них — это Жазира Жаксибаева, которая неустанно трудится, возрождая казахский язык, традиции и игру на музыкальных инструментах. В 2009 году вы переехали из Казахстана в Россию. Скажите, пожалуйста, что вас побудило, какая причина была? В 2009 году я вышла замуж за гражданина Российской Федерации, по национальности он казах, влюбилась, так сказать, и он позвал к себе сюда. Он жил в Ершовском районе, в поселке Кушумский. Вы основатель и руководитель творческого коллектива «Жазира». Скажите, пожалуйста, сейчас это уже состоявшийся творческий коллектив, да? А как все начиналось? Начиналось в далеком 2011 году. Меня пригласила Нуткан апа, знаете, наверное, да, руководитель культурного центра «Казахстан», пригласила, чтобы я именно дала свой кабинет, чтобы я там преподавала дамбру. Можете спеть какую-нибудь очень такую патриотичную песню казахскую? Я бы не патриотична, именно я хотела бы спеть песню «Аулым» про село, так как у нас в Саратовской области много казахов живут лучше по селам, да? И вот как-то пригласили меня в Алгай, где большинство населения казахов там проживает. И вот я на одном мероприятии начала петь эту песню. И я вот так поворачиваюсь, и поют все эту песню. Вот меня вот это вот немного поразило, что они знают эту песню, да, и поют. Хорошо. Да, как хорошо в ауле? Да, в ауле реально хорошо. Хорошо, воздух какой. Да. Люди какие добрые. Люди добрые и родные такие все люди. Все именно вот так вот начиналось, дали в интернет объявление. Приходили по одному человеку. Пришла девочка городская с Балакова. Ее зовут Алия Саркулова. Вот, она пришла, сказала, вот я увидела, я очень хочу на дамбре научиться, у меня есть дамбра своя. Вот, после меня потом уже пришел, я начала с ней заниматься,
Конечно же, тогда не было цифрового метода, который у меня сейчас есть. Слава богу, я могу на ней играть, учить по цифровому методу. Тогда не было. Ну, естественно, я начала с нот. Ноты показывать. Вот единственная девчонка, вот самая первая, Алия, которая освоила именно без музыкального образования, с нотами, и все это вот заново. Было сложно, но она именно ки. Играла только ки, хотела именно ки, и тупе, щерпе. Ки это что? Ки это такое произведение без слов. А, понял. Да, то есть вот, такое там все да, сверкает там. Да, вот как Адай, услышишь. Понял. Ну ты должен сам себе представлять, После, да, вот она ходила, в это время еще один парнишка пришел, его зовут Артур Джамаколов. Он сам не казах, нагаец. А так как у нас дамбра одна, и у нагайцев, и у нас, и он захотел именно нагайские песни разучивать. Так как я вообще никогда не сталкивалась с этим, нагайские песни никогда не пела, не играла. А потом он принес мне видео, где его дядя, где-то где горы, там, Карачай-Черкесия, где-то он там поет, играет, поет песни. И мне говорит, можете меня научить именно вот этой песне. Я дома, естественно, все сама на дамбру всю эту песню ложу и прихожу и учу на нагайской песне. Дом, братом, Кангалы, так много песен. И они такие вот патриотичные, очень, мне очень понравилось. И он быстро, вот не зная дамбру, он первый раз вот пришел, дамбра у него была хорошая. И вот я его научила, он сейчас уже, ну, конечно, уже не ходит, работает, женат он в это время был, да, дети. Но он научил, я его научила именно нагайским песням, сама немножко. И остальные ученики потом после них приходили. И нагайский, вот как Артур. Да, это другой уже Артур. Другой Артур. Артур это Нурмухамбет. Он тоже пришел за 5 лет. Артур первый раз, 5 лет назад, пришел и сказал, я хочу изучать свой родной язык, казахский язык. Мне сказали здесь, именно в городском центре национальной культуры все начиналось, в Ульян-Магдзине. Я как-то не была готова, да, растерялась. И целый час его уговаривала, давай на дамбре тебе научу. Потому что и программы такого у меня не было. И как-то я не готова была в это время. И он, да нет, я хочу только на казахский язык. Я как-то уговорила его. И он начал играть на дамбре. Так увлекся, что дал не только казахский, начал нагайские песни петь. Вообще с городского центра началось Ульян-Магдзине, а потом уже я сюда пришла как? В кафе «Азия» только открывается, еще не открылось. Ко мне приходит директор этого кафе и говорит, вот у нас скоро открытие казахского кафе, вы не могли бы своими учениками сделать это красиво, чтобы открытие было такое в национальном стиле? Я, конечно, обрадовалась. Единственное кафе в Саратове, в Большом Саратове, вторые по численности населения казахи, и нет негде, вот даже в Бауырсах и Бешпармах спеть. Конечно, согласилась, и вот как пришла, можно сказать, на 5-6 лет здесь и задержалась. А можете вот на дамбре сыграть вот в свою самую как бы любимую песню? Называется «Козлорамал», «Красный платок», платочек. Это вот о том, что мужчина уже в возрасте поет для своей любимой, что когда-то вот ты носила красный платочек, да, такая традиция вижу у казахов, да? А потом вот с годами, естественно, уже взрослеет женщина, и она уже, платочек уже свободнее становится, то что время уже прошло. Все равно я тебя так же люблю. Вот, в этом плане я сейчас попробую. Казахская романтика, короче. Қап-қызыл емес пе еді ауыр
өзіңе сағыныш сазым, арнадым менің сәулем. Келеді балғын сезім көз алдыма, аттаған ақ босаған босадыма сәулем. Бояудың соңындағы айгүлді өренім, қып-қызыл орамалың босадыма сәулем. Арайлы таңдарым менің, аңсаған арманым едің, өзіңе сағыныш сазым, арнадым менің сәулем. Арайлы таңдарым менің, аңсаған арманым едің, өзіңе сағыныш сазым, арнадым менің сәулем. Друзья, я еще раз напоминаю, то, что если вы хотите научиться играть на домбре, вот, Жазира апа ждет вас во вторник и четверг здесь, в кафе «Азия». Вот, приходите, у вас опыт есть, вы приехали, как бы жили и в Казахстане, и сейчас в России. Как вы думаете, чем отличаются российские казахи от тех казахов, которые живут как бы в Казахстане? Да, я бы сказала, очень многим чем отличается, потому что казахи не думают уже по-казахски, да. А российские казахи, ну, многие они уже здесь родились, естественно, многие не знают родного языка, они уже думают, можно сказать, по-русски. И еще я заметила, что здесь более открытые, более пошустрее, что ли. Но там очень больше скромных людей много. Вообще скромность украшает человека, а казахи, они такие сами по себе, они гостеприимные, тоже открыты, но они больше закрыты, ну как в смысле скромные, да, вот да. я бы сказала так. А в России люди совсем, казахи, то есть более раскованные. более да? раскованные, Да. да. Есть Асель с Артуром, которым тоже познакомились у меня здесь на занятиях. Да? Поженились, да. Да, вы еще и объединяете сердца, да? Ну это нет, это не я, это они сами так нашли друг друга, да. Ну, интересы просто схожи. Интересы схожи, да. Рустам вообще в армию ушел на Сахалин. С Домброй мы его провожали. Серьезно? Серьезно? Поехал? Да, он с Домброй поехал, все в шоке просто. И мы его провожаем всем коллективом, да, стоим на перроне там. И он с Домброй там мы проводили, и он мне пишет письма оттуда и говорит: ой, Мугалим, сізге көп рахмет. Я здесь благодаря Домбре. Он там выступал на праздниках, да, именно с Домброй. Там он Киада играл. И там казахи к нему подошли, вот прямо на улице, на Сахалине. Казахи подошли, ему денежки свои, зовут его в гости к себе, на чай пить. Он, представляешь, вот вдалеке где-то там. Его устроили там в Доме культуры. Может быть, на Домбре не играл бы, может быть, в другую, куда-то его в части направили. И сейчас с женой вместе выступает. Да, классно. Там. Получается, благодаря Домбре он нашел свою любовь и в армии классно отслужил, да? Да, благодаря все Домбре. Друзья, Домбра решает. Получается, помимо Домбры, то есть вы сейчас преподаете казахский, да, обучаете там танцам, то есть проводите беташар. Ваша деятельность, да, она направлена на возрождение как бы казахской культуры, да, именно здесь, в России, да, в Саратовской области. Так. Да. Для чего? Ну, я-то понимаю это, да, то есть, но для чего вообще нужна, вот, почему нам сейчас вот в современном мире, да, для чего вообще нужна казахская культура? И почему ее нужно сохранять? То есть почему ее нужно сохранять, возрождать? Я читала недавно, сам Мухтар Ауезов пишет, что человек, который не знает родного языка, он не может быть культурным человеком. Язык это, это же самое главное. Без языка как вот даже народности не может существовать без языка. Да. Кадыр Мырзалиев говорит, что өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте. Ну, потому что знай хоть английский, русский, все языки знай, но свой язык уважай в первую очередь. А Расул Гамзатов как сказал: если мне завтра
умрет мой язык, то пусть я сегодня умру. Вот. И вот когда я послушала интервью с бабушкой, первое, что вот когда ты сказал, давайте пообщаемся, да, вот я тогда, естественно, посмотрела видео. Вот. Жена у него первая умерла, и он взял 14-летнюю девушку, и, как они говорят, Аллах меня простит, если я немножко не так, может быть, вас информирую. Он, говорит, за нее отдал наш родственник 12 или 17 верблюдов и взял 14-летнюю девушку, красивую такую, и она ему родила 4 девчат и 1 сына. И увидела, что вот именно со своей бабушкой сидите, общаетесь. Именно она рассказывает, что, живя всю жизнь в России, да, она не потеряла свою самобытность, она язык знает хорошо. Также вот потому и поколение такое, что вот ты сидишь и потом уже общаешься с бабушкой, узнаешь что-то, да, потому что это вам дали. Вот, поэтому твоей бабушке я хотела такой браслет подарить. Спасибо большое. Бабушка. С платочком. Да, мне очень понравилось. Платочек еще бабуль. Потому что я сама с бабушкой, с дедушкой 7-8 лет воспитывалась у них. Насчет бабушек хотела сказать, что по поводу казахского хора бабушек. Да. Именно я думаю, что в Саратове, может, не так уж много, да, бабушек, но они есть, точно знаю, есть. Я посмотрела в Казахстане, именно в Западной Казахстанской области, там Таскалинский, там Джанибекский, Джангалинский, там бабушки собираются в кимишеке, да, вот таких кимишек же есть, да. Они белые вот эти одевают. И все на сцене поют, как «Гүлдераем көнминай». Красиво. Я бы готова была бы на баяне подыгрывать или на домбре и вместе с ними петь. Вот так собирались бы в кафе. Пускай не здесь кафе, может в центре, где удобно, в городском центре, там, заводском. И собирались бы, и бабушки, я научила бы какими песнями, или они сами предложили бы. И я бы даже название придумала, честно. Вот все никак, я не знаю, тоже объявление надо сделать. Можно все бабушка Саратова как собрать. Как было вот это Евровидение, которое наше есть? Бурановские бабушки. Буранские бабушки это будут какие? Саратовские. Саратовские? Да, Ажелер, да. Жайдарман или Ахтлеу. Можно уже придумать, как они сами вместе собраться. За чашкой чая, бауырсақпен, осылай. Потом поедете на этот Азия, как вот это, Азия-видение, да, или как называется? Азия Дауса. Да? Да, Голос Азии, да? Да, что-то такое, когда ты постоянно проводишь там. Вот. Сделайте объявление, да? Объявление сделать? Конечно. Так, я всех бабушек, әжелер, осы Саратов қаласында тұратын әжелерді бәріңізді шақырам, жиналып бір үлкен хор, қазақ әжелерінің хорын жасап, ән айтып, ескі қазақтың әндерін айтып бірге келіңіздер. Все. Шақырып отыр. Чай ішіп барса. Да, друзья, кто не понял, что сейчас было сказано, скажите своим бабушкам, чтобы посмотрели это видео. Да. Скажите, пожалуйста, Жазира-апа, вот такой еще момент. Вот я просто в детстве, да, с детства рос, как бы у меня много было друзей в казахов, да, в основном все братья были, да. И мы даже не зная вот казахского языка, с детства его слышим, но не зная его, то есть не родившись там в Казахстане, живя в России, я знаю, что и вообще вижу как по другим, вот все равно у казахов, да, у них все равно есть огромная, хотя даже если они в другом месте живут, у них все равно есть какая-то огромная внутренняя любовь к своему народу. Вот это есть, это я просто знаю. Когда меня спрашивают о национальности, я говорю, отец русский, мама кореянка, а мен казахпын. Все мои победы я посвящаю моей стране, моему народу. Вот как вы думаете, откуда это вообще и почему так вот? Ой, в этом такая психология. Я не знаю, я думаю, живет в каждом казахе что-то внутри такое. Мне иногда говорят, зачем тебе это надо?
вот мне говорят, да, естественно, у меня что-то внутри, вот как я серьезно заболела в 2009-2010 годах, много перенесла, всяких операций, но у меня что-то вдруг поменялось внутри, что думаю, вот жизненные какие-то принципы, да, вот раньше может что-то другое было, а сейчас вот, я не знаю, больше вот именно в культуре. Хотелось мне больше сделать что-то именно для казахов. Я никакая не националистка. Естественно, Да, у меня мы тоже, подружка у меня хохлушка, очень хорошая, мы с ней, с Надей дружим давно. Азербайджанка. У меня есть подружка Турач, тоже я очень их люблю. Сассырнай. Да. Сассырнай, да, тоже духовой инструмент казахский, древний. Пастухи раньше на ней играли, когда баранов пасли. Это с раскопки. Музыкальные пастухи. Да, да, раскопки были, они где-то кто-то выкопал, нашел. И вот пошел он. Да, да, я думал, вот это нашли, то что-то новое. Такой, как нычка похож, да? Да. С глины там еще что-то. Это из глины делают? Да, из глины. Вот, и Сколько дырочек, видишь? типа дудка, Да, казахская, да? да, типа дудки. Примерно так. Не, нормально, кстати. Прикольно. Да. Я одну народную песню сделала, Илигай. Ну, думаю, все впереди. Как научиться играть на дамбре? Что нужно для этого делать? Для этого в первую очередь дамбра должна быть. Да. Да. Самая главная вещь. Самая главная вещь дамбра. И надо, я думаю, не просто, тут не важно, мне кажется, пальцы, потому что и я с короткими пальцами неплохо освоила. Тут важно полюбить инструмент, полюбить и большое желание. Желание прям должно быть огромное. Полюбить, и все получится 100%. Вот сейчас Аркамангазы, Ески, Амамбул, Шишим Амамбул. Хотел бы ее сыграть. Сочинял своей маме, когда он был в гонении, сидел в тюрьме. Приходила его мама навещать, естественно. И вот он своей маме «Аман был щищем, аман был», чтобы ты жила, будь здорова, не болей. Вот в этом плане он сочинял. И у меня, я даже в образ вхожу, и меня не остановить, как заведусь. Мне иногда кажется, что вот звук дамбры, он прям сделан как бы под аккомпанемент, чтобы на лошади скакать. И реально, то есть музыка, фоновая музыка. Да, и бывает дамбра же для Киев, да? Да. Именно. И бывает дамбра для песни. Жазира, скажите, пожалуйста, какие песни вы поете на праздниках, на обрядах? То есть во время каких-либо торжеств? Ну, на биташаре, естественно, такие открывают лицо невесты. Биташар идет. Это Атасна бір сәлем, апасына. Ну, начало я могу немножко сыграть. Келін келді туғандар, ағайын бауырландар, ата-ананы қуанды, сүйіншісін сұрандар, той түндігі ашылсын, құрт бауырсақ шашылсын, бір-бірінен мына жыр, дальше идет бір сәлем әжелерге, аталарға, сосын бір сәлем қайнатаға, потом қайненеге, потом дамбру открывает лицо невесты. Именно дамбру. Опять дамбра. Да. Она шудихана, это же балан биске салу, да? Класть ребенка в колыбель. Тогда иногда поют эту песню. Бабушки поют, которые чтырма,
которые бьют всех, тштыма, и дают штырма, да, вот маленькие баурсаки, конфеты, печенье, и поет. Айым болып тудың ба, күнім болып тудың ба, әке жолын қудың ба, ата жолын қудың ба, бұл дүниеге келген соң сұрауы бар судың ба. Вот такие песни поются. Я вот заметил просто то, что вот у казахов, ну вообще в Казахстане больше всего развито вот два направления. Ну, конечно, другие тоже, но это музыка и юмор, да, то есть казахи умеют петь и шутить, да, то есть, ну вот даже здесь вот в КВН, там, в стендапах, там вот это вот. Да. Вот. Казахи Почему, вот, зашли, почему так вот, почему столько много инструментов музыкальных? Казахи вот в каждой юрте, ну раньше, говорят, юрты же были на Шанграхта, всегда на главном месте висела дамбра, да? У каждого казаха, можно сказать. И всегда, когда собирались и все праздники, они всегда все, кто-нибудь, да, именно из родственников брал дамбру, играл. И казахи, они любят послушать дамбру. Оттуда из поколения в поколение у нас, ну, любят казахи именно песни. Они айтыс, да, айтыс это всегда было, тоже с давних пор. Айтыс это соревнование, да, между двумя дамбристами. Ки айтыс есть, ки тартыс называется именно. Ки играет, один начал, второй продолжил именно. Это уже так технически хорошо. Играют все ки, умеют, да. Вот. Ки тартыс, айтыс соревнование именно словесное. Потом... То есть это казахи придумали рэп-баттлы, да? Да, батлы, точно. Мы, казахские акыны, на нас смотри. Поем о том, что видим своими глазами. И в отличие от всех мировых СМИ, отвечаем за свои слова мы. If you had one shot, мировые новости. Я говорила про Майру, пела, так ошиблась, так это неудобно было, когда которая перед Акимом Акимом? выступала. Да, давайте Хотела же ее всё спеть, ну, один куплет только. Ну что, друзья, первое, учите с нами казахский язык в нашем центре. Второе, учитесь играть на домбре. И третье, подписывайтесь на этот канал, ставьте лайки, делитесь этим видео. Пока! Сау болыңыздар.